В чувашской культуре дуб – это традиционный символ мужественности, крепости и силы духа. Значительное место это дерево занимает и в чувашском фольклоре. О нем сложно много песен, легенд, стихов и сказок. Чтобы научить ребят бережно относиться к природе, на территории опытного лесничества Минприроды Чувашии прошел выездной семинар. Он был посвящен теме обмена опытом выращивания лесных культур, в частности дубов, заложенных Брониславом Гузовским на территории Чувашской республики, и теме значимости дубовых культур для региона в целом. Культура Гузовского – лучшее насаждение среди дубов республики, как по приросту, так и по качеству древесины. Так что главное, чтобы присутствующие много узнали для себя и стали бережно относиться к природе родного края. В конце 1800 года был поднят вопрос о восстановлении Дубрав, и в нашу республику приехал русский лесовод Бронислав Гузовский. И не только он, еще многие лесничие тоже занимались, опытным путем определяли способ выращивания дуба. Вот и у Гузовского это хорошо получилось. Он после себя оставил у нас в республике очень много опытных площадок. Есть методика выращивания, которая создана опытным путем Гузовским. И вот сегодня мы его обсуждаем, изучаем. И наша задача использовать вот эти опыт наших предшественников в создании культур дуба на территории Чувашской республики. Ну, всем нам известно, дуб, он как древо жизни, также является символом древа жизни и отображен на флаге нашей республики, на гербе нашей республики. Мы обязаны защищать, заботиться. Местом для проведения мероприятия стала площадка перед известным памятником природы республики – старейшины чувашских дубрав. Чувашские дубы легли в основу Балтийского флота и Архангельского адмиралтейства и до 1860-х годов служили материалом для градостроения, возведения и укрепления крепостей от Санкт-Петербурга до Азовского моря. Наша задача лесоводов – сохранить эти посадки. Мы здесь проводим опытные работы. Вот сегодня как раз семинар провели около старейшин дубрав, которому сегодня 372 года. Как раз хотим сказать, что мы должны сохранять природу, лес, относиться к нему бережно. В 2013 году это дерево признано памятником живой природы на уровне России. Самому старому дубу Чуваши более 300 лет. Этот могучий богатырь помнит разные времена. Ну, хочется сказать, что да, действительно, один из годов его повредило, конечно, у нас молнией, но все-таки он живет, расцветает наш дуб. И хочется сказать, обратиться к нашим, конечно, детям, сказать им огромное спасибо за то, что они приезжают, смотрят за этим дубом, субботники проводят. За это вам огромное спасибо. Ребята показали костюмированный спектакль о взаимоотношениях дуба Юма с животными. Так они узнали, как живут и растут деревья и как они могут помочь природе. Потому что мы дышим благодаря лесу. Они забирают углекислый газ и дают нам воздух. Заботиться о природе может каждый. Ну, надо природу любить, потому что она может делать удивительные вещи. Ну, она делает красивый мир. Деревья дают нам воздух, это очень хорошо даже. И сейчас очень много компаний начинают рубить деревья, это очень плохо, и начинают заготавливать деревья. Так что самый старый дуб Чувашии просто необходимо сохранить для будущих поколений. Напоминаем, что старейшины чувашских дубрав сейчас участвуют в голосовании за звание «Российское дерево года-2023» под номером 42. Сделать свой выбор можно на сайте росдрево.ру. Голосование продлится до 1 августа. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь в столице.